Ну что ж, друзья, добро пожаловать в Кыргызстан. Именно так называется эта красивейшая горная страна, расположенная в самом сердце Азии. Честно говоря, отправляясь сюда впервые, мы и не предполагали, насколько красивой и гостеприимной может быть эта страна. Бесчисленные каньоны с бурными реками, горы всех видов, цветов и оттенков, леса, пустыни, ледники. И все это на территории почти в 200 тысяч квадратных километров. Это примерно как 2 Венгрии или половина Франции. Конечно, осознать всю красоту Кыргызстана можно, только побывав там. Поэтому мы приглашаем вас в это 20-минутное путешествие вместе с нашей бандой The Wilds Family. Погнали! Это иссыкульский вайб, летом смело отдыхай. И для начала стоит сказать, почему все-таки Кыргызстан, а не Киргизия или Киргизия. Оказалось, все просто. До 1991 года здешние земли входили в состав сначала Российской империи, Так, веселее идем, веселее. а потом и СССР. И назывались Киргизией. Теперь же это полностью независимое государство, даже не граничащее с Российской Федерацией. И называется оно Республика Кыргызстан. Так что давайте будем культурными и образованными и вместе заучим название этой прекрасной горной страны. Кыргызстан. Едут сюда отдыхать в основном гости из Северной Европы, США, Англии. И только последние пару лет это направление начало становиться более популярным и для русских. Хочется отметить, что кыргызы умеют предоставлять сервис на очень хорошем уровне, при этом не изменяя себе и оставляя гостям возможность насладиться местной культурой, бытом и традициями. Здесь все по-настоящему, и при этом всегда комфортно, а главное – вовремя. Не ощущаем вот ту красоту, которую вы увидите. А мы привыкшие же, нам все привычно. Куда ни не, ну это горы, Для нас просто естественно уже привыкли. Чем же так популярен Кыргызстан среди иностранцев? Ну, во-первых, своей уникальной природой, ее нетронутостью и многообразием. Во-вторых, своими традициями и бытом кочевников. Здесь, как и прежде, люди живут в единении с природой. И для нас, городских, видеть такое единение – сплошное удовольствие. Одной из самых известных достопримечательностей является, конечно же, озеро Иссык-Куль.
Мало того, что оно просто невероятно красиво, находится оно на высоте 1600 метров и при этом летом прогревается до 24 градусов по Цельсию. Является вторым по величине соленым озером в мире после Каспийского моря, а по прозрачности уступает только Байкалу. Так ученые еще и установили, что озеро Иссык-Куль связано с Тихим океаном. Только представьте себе, где озеро Иссык-Куль, а где Тихий океан. И соединено оно множеством подземных рек. А снимок озера из космоса был признан самым примечательным спутниковым снимком. Из космоса Иссык-Куль очень похож на человеческий глаз. Ссылочку на этот снимок мы оставим для вас в описании. Помимо Иссык-Куля здесь множество природных красот. Более 56% территории страны – это высокогорье, а 4% из них – это нетающие ледники. Самую высочайшую вершину Тянь-Шань, Пик Победы, находящуюся к западу от Иссык-Куля, советские альпинисты окрестили самым недоступным и грозным семитысячником в мире. Именно в Кыргызстане были найдены останки древнего человека, которому более 20 тысяч лет. До этой находки считалось, что в тот период на территории Средней Азии люди не жили из-за слишком сурового климата. В 1966 году прошлого века на юге Кыргызстана был найден практически целый скелет завропода, одного из самых крупных ящероногих динозавров. Длина его составляла 20 метров, а высота около 6. А в мае этого года, там же, в окрестностях Таш-Кумыра, найдены останки динозавра поменьше, жившего здесь также около 70 миллионов лет назад. Sanдар тегеренип чекелерден тери кетип тозу менен туңгуюкка баратам. Бир күкүмдү бөлдүк, ысык сууга көндүк, барын чогуу көрдүк. Шүгүр айтам жараткан, эми болсо жаңы барактан. Жашоо берди бизге сабактан, капаланып чөгүп калбастан. Умтулабыз алдыга кайрадан, эткени биз баары бир. Аяк мушту чөп жет таш айлек прагип келтек жегенде. Серкек биз анткени biz bari bir Dayak mutlu çok çet taş aynek bırakıp geldik çegenbez Dozum geber jerde maga kapalanıp kalat Toktatçu baktı kara Biz yürüyoruz göçülördü akçalardı samap Öyde tömen bolu öğret kudayım taraza Tugün bugün arızlardı gelip sanap Dost kim olsa çok koyuyorum idealine camap Her bir adam öz kızıkçılığını izlep kalat Bütün dolu gelen mamileler urap arat Ынтымақ биринчиден достукту билип паркта жагымсыз сөздөрүңдү чыгарбай иште сакта жеңил акча буйруган жаман иштерди ташта максатка жетсек болот сен аракетти башта караңгы жакка шашпай чындыкты издеп жаша сын олор келе берет сурабай канча жашта кечинде сомдор болсо эртеси кайра башка өрүстүң көбөйгөндө жолуңан сен адашпа бизде жашоо турмуш ушундай мени менен бирге досум накта күлүк шаң сапырган айгырдай шок бололу өтө созулду эркек биз анткени тентек биз баары бир Dayak mutlu çöp çet taş aynek bırakıp geldik çekende Erkek biz ankeni
Кроме любования природой, в Кыргызстане есть масса интересных занятий, которые здесь называются шоу. Одно из самых познавательных – это валяние ковров из шерсти барана. Такой ковер зовется шырдак. Украшают его различным орнаментом, каждый элемент которого имеет свое значение. Работа эта сложная и кропотливая. Кыргызы – кочевой народ. Знали ли вы, что у кочевников есть свои практически олимпийские игры? И называются они Всемирные игры кочевников. Одной из дисциплин является салбурун – самый красивый вид охоты. Он включает в себя стрельбу из лука, дрессуру беркута и тайганду – охотничьих гончих псов. Полюбоваться этим зрелищем можно вне соревнований, как это сделали мы. Каждый охотник должен сам приручить своего беркута и постоянно его тренировать. Это настоящее искусство, требующее огромного терпения и моря ласки. Озеро Иссык-Куль огромное, и берега его выглядят по-разному. Самым туристически развитым является Каракол. По своему стилю этот город походит на наши родные города Черноморского побережья. Зато здесь можно заказать катер с баней, встретить закат на воде и окунуться сразу из парной в прозрачные воды Иссык-Куля. А еще здесь же есть отличные каяки. Местные организаторы проведут для вас инструктаж, предоставят все необходимое и покажут все самое красивое. Главное, как и везде, не прогадать с организатором, чтобы и каяки были классные, и гид не скучным. Но самое интересное, на наш взгляд, начинается, когда уезжаешь еще выше в горы. Здесь местные жители живут все той же размеренной жизнью, как и много лет назад. Разводят лошадей, домашний скот, растят детей, живут в юртах. И все это в окружении невероятно красивых видов. Одно из наших любимых – горное озеро Сонгхер. Оно расположено на высоте 3000 метров. Погода здесь переменчивая, но виды просто фантастические. Смотри, у него дреды на ветру развиваются. Нет, это не волосы, это дреды. Да. Да? Я на ветру лежу, он здесь ни при чем. Да, и так вот чилить можно. Еще на этом высокогорном озере есть уникальная возможность понаблюдать за второй дисциплиной Всемирных игр кочевников. В этом путешествии специально для нас приехали ребята, знающие толк в игре Кок-Буру. Если по-простому, то это полумертвым козлом. Команда борется за тушу козла, которую надо забросить в ворота противника. Козла заранее забивают, обезглавливают и шкуру аккуратно сшивают. Этот козел и становится главным трофеем, который получает команда победителей. После игры его готовят на открытом огне, и говорят, мясо у него получается нежнейшее. Нам попробовать не довелось, потому что мы по незнанию попросили играть все-таки муляжом.
close, but it's not a lot of dudes that can proceed to cope. But it's no, in the end, we gon' be alright. But till then, I'm waiting till you tell me catch that flight, then I'm off. This vibe out, man. You know what I'm saying? Just listen to what I gotta say. Yeah. Hey, I'm saying no more tears and no more fear. I got your back, tell me come, okay, be right there. The flow killer with skin tone vanilla, stay so true. So honey, come and drown in this liquor. See vivid pictures of my old ass days, skipping class and smoking greens with my homies. But hey, we did some dumb shit, yeah. But see, you live and you learn. Just know that I could be the one for you when you feel hurt. Кроме кокбуру есть еще и борьба верхом. Ну и как итог такого захватывающего зрелища, можно прокатиться верхом на этих боевых жеребцах. После состязания они ведут себя очень послушно и с удовольствием катают гостей. Обычно мы проводим на Сан-Кёль 1 или 2 ночи в комфортных юртах и начинаем спуск обратно. Дорога занимает около 3-4 часов, но проходит по очень живописным горам. Вах-вах, какой шашлык! За удачную миссию. Мне не могу? Будешь? Конечно. А стаканы что валяются? Потому что слишком детские, блин, какие мы везучие люди все-таки. Вкусняшка. Ваха! За тебя! Ну не только, да за всех. Волшебных наших. За Киргизию, за кайф. Высоко-высоко в горах. Ваши эмоции от этой еды. Ну-ка по кругу работает. Опять на первое. Опять черный прибор есть. Ну какой это? Что ты желтый прибор? Можно жевать лучше. Ну, это великолепно. Природа. Это сочетание природы, рук, хороших продуктов и все это потом и вот здесь вот. Даже вегетарианцам зачет. Я считаю, рыба была замечательная. Рыба была. Когда была рыба? Вот сейчас. Чуть близко. Люляшечка была самая лучшая в моей жизни, и это правда. Öz bahtım üçün düşündür dolu Akım var düşünçü düşün Oymoq toy bolğun Erdinden sevin Ömrümde emes Gündüzü düşümde Ekimiz adip Tanışkanda sürdüp Cada kalsa canım Surabaptırmın adın kimde Sürüyünün keremeti
Видишь, нос не только у дракона сломан. Albatta bizning achalarda tinch emas. Suyditimni suylagandir balkim bilinmas. Sening nasan qilgan ishing mening ko'silbasdi. Bilmayman kun bugun kechirdi seni usudagi o'sha so'zni ayta turshi ko'z bo'y ko'tarib do'st. Sagat hech qayerga men emas. Andan qara chindiq menen deshg'ilanga besi. Yoshul o'lja tushdi bazara bes. Tushdi surdi meni. Хоть убейся, главное не врать себе. Судьба дует уроки, брат. Чё, не сомневайся, научись вставать. И не скажу, что моя жизнь не все на 5. Выживаю тоже, день за днем опять. И мама научила верить и мечтать. Верить и мечтать, и веру не терять. Көпті білгендер емес, көпті көрген білет. Ниетіңе жарашуғы бізден яшу интернет. Жон адам жоқ, бары қиын, бары бөлікет. Бары супермен, бір ақылы шатчып баш керек. Бұл жүректерді тазаласық береке келіп. Жаман көріп не пайда, келшілер күліп. Кетшілер күтіп, еріспен жетіп. Құдайым берет, егер көтері білсек. В Кыргызстане есть как минимум 8 самых известных водопадов. Наш любимый – Девичьи слезы в ущелье Жети-Агус. Дойти до него можно минут за 40-50 по супер красивому ущелью, покрытому сосновым лесом. Ребята, выезжаем. Сен білбейсің ығып тұрың бәрім саға сазы. Мен көргенді ол білбейт, көз қараштырды ал келбейт. Жаман жолдан арылы ве жақшы ойды болу. Заканчиваем мы наше атмосферное путешествие в еще одном супертуристическом месте – городе Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куль. Здесь мы нашли очень гламурный ресторанчик, отличный вариант для завершения путешествия на максимальном контрасте с нашими дикими пикниками в ущелье. Связано с кентами, связано с ментами. Плюс толкани раскидали длится годами. В поисках money, за кордон летали. Жизнь бумерангом, знаешь счастье. Судьба меняла людей местами. Бүгін бармыз ертеңге. Жаныңнан өтіштір жан. Сен дегенде жалған болды шүгір айттыға бір болды. Бүгін бармыз ертеңге. На этих веселых танцах в последний вечер на парковке мы и попрощаемся с волшебным Кыргызстаном. Айда в комментарии. Очень хочется обсудить с вами, бывали ли вы уже здесь и совпадают ли наши восторги с вашим восприятием Кыргызстана. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашему сообществу путешественников The Wilds, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, для нас это очень ценно. С вами были Оля и Дима Милосердовы и наш канал Трубка Мира by The Wilds. Bilmeymen kun bugün keçirmesin Olsu dağı uşu sözdü ayta turçu göz Boy götür bir dost Sağa deş kayrığa men emes Andan kara çındık menen deş kılanga besi Yoşul ölü geçti o Bazara bes